Инна Курочкина, которая так много делает по чеченской теме, по чеченской проблематике. Инна журналист, блогер, и она со своим мужем Андреем Курочкиным были совсем недавно и в Литве, записали профессора Ландсбергиса, записали господина Альгердаса Эндрюкайтиса, сделали хорошие передачи. Спасибо вам. Пожалуйста, Инна. Добрый день, слышите? Да, слышим. Я хотела со всеми поздороваться еще раз, поблагодарить за то, что меня пригласили, поздравить с 30-летием обретения тогда независимости Чеченской Республики и выразить уверенность, что мы увидим это время, когда Ичкерия вступит в свое законное право быть независимым государством, независимым прежде всего от монстра. Я не знаю, как мое сердце еще выдерживает принадлежность этому народу наполовину. Я не прячусь за вторую половину, которая является украинской. Я не прячусь за свое кавказское происхождение. Я беру на свои плечи вину за русский народ. И еще раз прошу прощения официально у всех людей, которые меня слышат и которые еще услышат. Я уже приносила извинения от российского народа, от русского народа Ахмеду Закаеву. Для меня это официальное извинение. Что я хочу сказать? Я родилась в Тбилиси, в Грузии, и когда мне было 12 лет, это было в 1984 году, моя учительница по музыке Медея Паниашвили, великая пианистка, сказала мне: «Инна, я к тебе очень хорошо отношусь. Ты хорошая девочка, поэтому я хочу, чтобы ты знала правду. Грузия в 2021 году была оккупирована. Она не была присоединена с песнями и плясками, со счастьем. Она была оккупирована. И в 2024 году было восстание тбилисцев. И вот ее отец, он был тоже расстрелян с семьей, там было расстреляно очень много людей во время сопротивления. Так вот, они услышали, люди, писк младенца, откопали его под горой трупов. Этот младенец, его выходили, он выжил, и он был отцом моей учительницы, великой пианистки Медеи Паниашвили. Это был шок для меня, 12-летней девочки. Следующий шок, когда я увидела российского оккупанта, это было 9 апреля 1989 года. Я заканчивала школу, мне было 16 лет. Ужас, который я испытала тогда и который перевернул всю мою жизнь. Я думаю, что я тогда умерла просто. И потом мне пришлось уже выжить как какому-то другому человеку, который не знал, как жить в этом мире, потому что сердце не выдерживало этого всего. И пройдя вот это вот, потом у нас был Звят Гамсахурдия, которого я очень любила, я за него голосовала, я считала себя частью грузинского народа, но мое сердце разрывалось от того, что я не могу быть грузинкой, я не могу убежать от этой действительности, что мне придется на себя брать эту ответственность. После вот этих тяжелых лет войны, которые я провела в Тбилиси, когда зашли Кетувани, и Джаба Юсуляни, и ГБшник Шеварднадзе, которые убили тогда наш Тбилиси, это просто невыносимое, это невыносимое тогда было время. Я поехала в Освоясь, убралась, я не вынесла этого стыда, я убралась в Петербург, который тоже не знала, я не понимала, что такое Россия, я только слышала, что мама мне говорила, что смотри, это очень стыдно, смотри, как ведут себя русские оккупанты, это очень стыдно, учись у грузин поведению, манерам, учись благородству и чести. Ну, то есть это все я знаю прекрасно с детства, этот груз сердце, которое с тех пор, вот, когда в 89-м году этот яд разливали, да, и мы дети ходили на проспект Руставели, убирали цветы за жертвами 9 апреля. С тех пор мое сердце тоже больное, его вылечили здесь, уже только в Праге. Так вот, я хочу сказать, что когда я уехала в Петербург, большего ада для себя я не видела, потому что там нет ничего человеческого.
этот груз я и туда перенесла с собой, и в Петербург. И надо мной смеялись, понимаете? Надо мной смеялись, как над человеком, который говорит с грузинским акцентом, тогда я говорила, с человеком, у которого другой культурный код. Это вечное проклятие, которое я несу с собой. Тогда мне удалось как-то выжить, но после того, как Россия напала еще раз на Грузию, в 2008 году я оккупировала территорию, мы с моей семьей, и слава богу, что муж у меня такой архитектор русский, который не смирился с этим, мы забрали всю семью, мы больше не смогли жить в России, потому что мы пытались что-то объяснить этим людям. Сначала это была такая одиссея. Сначала я сталкивалась с богатыми людьми, для которых мы делали проекты архитектурные. Я пыталась с ними говорить, я видела цинизм, безобразный цинизм. Потом мы говорили с коллегами, архитекторами, дизайнерами, это были выпускники Мухинского училища известные. Тот же самый цинизм, тот же самый шовинизм, национализм. Это непробиваемые люди, это непробиваемая стена. Когда мы приехали сюда, в Прагу, у меня были иллюзии, что люди, которые уехали, которые якобы сражаются с Путиным, что я смогу объясниться с этими людьми. Но постепенно и эти иллюзии у меня проходили. Потому что в 2014 году, когда Путин уже напал на Украину, мы перестали быть архитекторами, мы взяли камеры в руки, потому что мы сказали, невозможно в этом мире находиться, видеть это все, разговаривать с людьми, которые тебя не понимают. Надо говорить дальше, надо, чтобы тебя слышали и получать какую-то отдачу. И еще тогда у нас были иллюзии что-то сделать, потому что здесь рядом Радио Свобода, вроде бы тогда приехал Ходорковский в Прагу, и у него были какие-то намерения что-то сделать, как-то бороться. И тогда еще от него, от Ходорковского, здесь в Праге был такой человек, литовец, Кристианас Кучинскас, большая умница, который предлагал сделать такой медийный проект, который бы говорил, собственно, России как оккупанте. И он нас пригласил, потому что это наша боль, да, наша тема. Ну, можете себе представить, как только мы развернули такую деятельность, этот проект моментально был закрыт и перенесен в Лондон, и, в общем, ни о какой оккупации уже никакой речи никогда не шло. Только борьба с коррупцией, и началась вот это вот на форумах, на конференциях, бесконечное перетирание воды в ступе, гибридный или не гибридный режим, политологические выводы, политологические какие-то схемы, которые невозможно слышать. В следующий раз я увидела безобразную сцену, когда вот на форуме Каспаровском «Свободной России» чеченская делегация демократов не была допущена к микрофону. И тогда Витаутас Лансбергис взял микрофон и сказал все, что он думает. Это были резкие слова, очень резкие слова. Я моментально подошла к Витаутасу Лансбергису, чтобы попросить его об интервью. Он согласился. И потом уже в Вильнюсе мы с ним записали его жесткие слова, где он, собственно говоря, первый раз вот так вот русские люди услышали вот эту жесткую правду, что было во время войны в Чечне, и особенно вот эту правду, когда резали головы ГБшники и представляли это, и стали валить это на чеченцев. Вот когда началась эта история, что чеченский народ вместо того, чтобы поддерживать, чтобы встать горой за него, да, всем миром, после того, этих чудовищных войн, после депортации, после геноцида, после 2 войн, вместо того, чтобы защищать чеченский народ, на него стали валить, вешать ярлыки, вешать всех собак и называть террористом. То есть это уже был такой предел, после которого, ну я не знаю, как можно жить на этом свете. В следующий раз я увидела еще одну конференцию, где 2 дня подряд рассуждали, гибридный или не гибридный режим в России. Путин, он тоталитарный руководитель или авторитарный? Когда уже одна женщина из Дагестана сказала, знаете, что хватит, прервала эту конференцию, когда вы нам дадите слово, у нас детей пытают, убивают. И это все замяли. Ну, тогда я познакомилась с Хусейном Исхановым. И он так достойно себя держал, что я просто, вы знаете, я чуть не потеряла сознание
от этой разницы. Безобразное, циничное поведение вот этих псевдолибералов, которые называют себя демократами, да, которые не говорят правду, и Хусейн Исханов, который достойно сидел и говорит: спокойно, все все свое получат, все все свое получат. И я тогда поклялась, что я буду делать. Каждый день я буду делать программы про Чечню, с чеченцами, с русскими либералами. Пусть они мне говорят в глаза, что они думают. И я такое услышала. Я такое услышала от многих так называемых демократов и либералов, которые говорили: так им и надо чеченцам, они все террористы, надо им они дикари и так далее. То есть это все я слышу от людей, которые позиционируют себя российскими, русскими демократами. И это, конечно, какая-то вопиющая история, потому что я оказалась между путинскими ГБшниками, ФСБшниками, троллями, которые мой канал, да, обрушивают, и вот этими самыми русскими либералами, которые меня ненавидят. И когда я, например, вышла тоже в защиту Навального и политзаключенных всех, я вышла с плакатом «Вернуть независимость Ичкерии, вернуть оккупированные территории Грузии и Украине». И знаете, что стали делать русские либералы? Она пришла нам нагадить. Ну, то есть вот ситуация на сегодняшний день следующая. Завтра я еду в Карпач на форум политический, экономический. И когда меня пригласили ехать туда выступать, я сказала, что я не буду говорить на какие-то вот эти вот абстрактные темы, никому не нужные. Я буду говорить только об Ичкерии. И мне сказали: пиши концепцию и пиши, кто будет у тебя спикером. Я написала. Панель мне согласовали. Это была большая радость. И, собственно говоря, я поэтому пригласила нескольких человек. Я спросила: можно ли Ахмеда Закаева? Говорит: нет, ни в коем случае. Ну как же Ахмеда Закаева про правительство за рубежом. Хорошо, несколько, значит, демократов чеченских поедут, согласовали. И потом началось. То есть в течение вот этого месяца, когда мы ждем, что мы поедем завтра, уже 3 раза отменяли, восстанавливали, там шла какая-то возня, какая-то борьба. Это в Польше, можете себе представить, в Польше. И на сегодняшний день что мне сообщили? Что панель будет, но она будет общая про мусульманских беженцев в Европе. Значит, если радикализация, она угрожает, либо это мнимая угроза, и ни одного чеченца не будет на панели, они все будут в зале. А с меня модераторство снимают, потому что они боятся, и будет уважаемый журналист Финкельштейн. Хорошо, мы посоветовались с моим, что мое первое побуждение было бойкотировать и не ехать. Но мы посоветовались с моими друзьями чеченскими, мы решили ехать. И вот мы собираемся привлечь внимание к этой очередной безобразной истории. Я не буду долго вас утомлять, вы понимаете мою позицию. И в заключение я просто хочу вспомнить фильм Анджея Вайды «Катынь», где есть такая сцена, когда есть 2 сестры, есть погибший, расстрелянный брат в Катыни, которого стреляли НКВДшники, и НКВДшники пытаются свалить это на немцев, и поэтому там есть разница в дате смерти. Так вот, сестра, которая выходит в сопротивление, она настаивает на том, чтобы дата была точная, дата его расстрела в Катыни, а вторая сестра, коллаборантка, она говорит ей: слушай, ну зачем тебе это все нужно? Для чего ты выбираешь мертвых, а не живых? Вот мы живые, посмотри, вот давай жить в нашей Польше, какая она есть. И сестра говорит: нет, я не выбираю между мертвыми и живыми, я выбираю между убитыми и убийцами. Сегодня русские и путинские, и либералы выбрали убийц. Они не с убитыми, они с убийцами. Я против этого. Я буду всю свою жизнь, я выбрала уже свой путь. Я с убитыми. Вы знаете, 5 лет назад мой брат был убит в Петербурге. Россия убивает, она убивает всех. Тбилисского мальчика, который... Я никогда не узнаю, пока там режим не сменится, что там с ним случилось. Я догадываюсь, что он просто что-то сказал.
И этого достаточно, чтобы получить чем-то тяжелым по голове и умереть. Я видела мать над гробом сына, моего брата. И когда сегодня Саид Нагмед читал этот рассказ, я стала плакать вот благодаря ему, потому что мы говорили несколько раз, я читала его книгу, и это невозможно. Я после вот этих 5 лет того, как я была абсолютно заморожена после смерти брата, я стала плакать. И это слезы, я думаю, слезы, которые не были даром. Я еще раз хочу вас поблагодарить за эту честь быть среди таких достойных людей, которые поддерживают Ичкерию. Ичкерия – это сегодня такой тест. Я думаю, что это основной элемент в карточном домике, который рассыпется моментально, как только люди поймут, что такое Ичкерия, да, услышат это, потому что сейчас мир делает все, чтобы не дать людям Ичкерии говорить. Но они скажут свое слово, и этот карточный богомерзкий дом рассыпется, эта Россия развалится. Все будет Ичкерия. Спасибо большое, дорогая Инна. Спасибо. Желаем вам успехов в вашей работе, в вашей личной жизни, и очень соболезнуем по поводу потери вашего брата. У нас так много братьев погибло, сестер погибло, отцов, матерей. Мы это понимаем и сочувствуем вам. Спасибо. Спасибо. У нас есть гость Андрис Ругенс из Латвии, профессор философии, эксперт по международным вопросам, если он нас слышит. Конечно, открылся. Да, уважаемый Андрис, пожалуйста, вам слово. Еще раз добрый день. Здравствуйте. Я не буду повторить то, что говорили другие. То, что происходит сейчас в Ичкерии в международном плане, признание, конечно, это не новость. Прибалтика прекрасно помнит, как это было с нами, когда нас игнорировали многие годы после Второй мировой войны. Так что история повторяется. Но мой совет вам такой. Я думаю, больше не о прошлом, о чем шла речь очень много, а о будущем. Как вам выбраться из той ситуации, в которой вы находитесь. Во-первых, есть старая истина, которую вы знаете, что вода намного проще любой стали. Был один такой чудак, персидский сатрап, который приказал хлестнуть Хеллеспонд этим плетками, да, если помните из истории, да, и что из этого вышло. Вам надо, во-первых, напомнить о себе и напомнить не только в политическом плане. Вам надо себе напомнить в культурном плане. В плане, ну, будем так сказать, истории науки. Поэтому я уже, Аминат, сказал, что я стараюсь здесь организовать у нас в Латвии в Академии наук такую конференцию, где будет рассматриваться вопросы истории кавказских народов, и центральную роль там будет играть Ичкерия, но будет и вопросы других народов, грузинов, армян, ингушей, дагестанцев и так далее, да, чтобы это не было, так сказать, как бы односторонний подход, чтобы был общий подход, чтобы просто информировать общество. Вы знаете, я не буду солгать, но я думаю, что если я бы сделал анкетирование 100 депутатов латвийского парламента, то историю Ичкерии вряд ли, ну, человек 10 будет более-менее знать. Другие будут сказать, это Кадыров. Это Кадыров, там, да, какие-то войны были, там был Дудаев, да, мы знаем.
Но что было, как было и что это за народ, понятие относительно такая, ну, слабое. Это раз, которое, чтобы вы могли привлекать к себе внимание всемирного общества. Такие, ну, все больше, чтобы было, ну, фамилии чеченцев, которые связаны с наукой, с искусством, которые известны в мировой истории. А у вас такие люди есть, не только Дудаев. У вас есть и в средних веках известные знаменитые личности, и у вас есть сегодня писатели, кинорежиссеры. У вас есть, наверное, найдется и люди первой, так сказать, величины звезды науки. То есть вы должны вести, так сказать, ознакомление мирового общества с собой, чтобы вас не могли просто таким одним махом идентифицировать. Вот это чеченцы, террористы, они там кого-то застрелили, а Москва это очень легко манипулирует. И я буду защищать немножко русский народ, хотя я всю свою жизнь боролся против российского шовинизма. Но шовинизм – это одно дело, а народ – это другое дело. Первое мое знакомство с русскими было, когда в моем присутствии, как маленького ребенка, нас гоняли идентифицировать убитых лесных братьев. Потом в моем присутствии избивали людей ногами, потому что они посмели говорить своей родине на латышском языке. И мне оторвали от матери в центральной тюрьме, когда я хотел перекусать горло чекисту. От этого я хожу на 3 ногах, так сказать. Аминат знает я, Ахмед. Так что у меня свои счета, но это не счета с народом. Сволочи есть в любом народе. Чем больше народ, тем больше будет сволочей. Это тоже факт. Ну вот, так что, во-первых, делайте максимальный упор на что поломать вот этот имидж, который навязывает Москва, отрицательный имидж чеченского народа. Как это сделать? Тут надо подумать. Но это можно сделать, я думаю, действительно с такими международными конференциями, с международными интервью, добиваться того, чтобы представители чеченцев появились на телеэкранах, на полосах газет. Не только как воины. Я очень уважаю за это чеченский народ. Но и как, скажем, творческие личности. И как раз вот в этом коммунике, о котором в начале был разговор, да, я думаю, что надо действительно такой, ну, заключительный обзор на будущее. Не только о том, что было, это одно дело. То, что было, мы знаем, что это была чистая оккупация и агрессия, да. Есть люди, которые это не думают и не знают, которым все время рассказывают, что сегодня, ну, имеется Чеченская республика, имеется Кадыров, они добровольно, так сказать, сотрудничают с Россией и с российским правительством, и чего вы хотите. Ну, есть какие-то бывшие террористы, выгнанные из Чечни, и вот они и поднимают шум. Вот этот стереотип, который пытается навязывать мировому обществу, его надо, естественно, ломать таким образом. То, что это будет очень трудно, я полностью согласен, потому что то, что мы называем западной демократией, ну, извините, я очень скептически отношусь к этой демократии. Я думаю, что она от демократии очень далеко. Тот неолиберализм, который существует на Западной Европе сейчас, и с ними очень трудно вести диалог. Но невозможного нет. Так что, если, так сказать, мой совет вам, как раз работать на будущее. Да? Работать на будущее. Все, спасибо. Я люблю много говорить, я люблю делать.
Спасибо, спасибо большое, господин Андрес. Пожалуйста. Ну, мы сами, в общем-то, знаете о своих делах, о своих ученых, писателях. У нас есть и электронные средства, где об этом говорится и пишется. Но, может быть, мало. Мы все еще над этим работаем. Спасибо за ваши советы. Майю. Майю пришла к нам в гости. Послушайте, ну, это просто большой праздник. Никогда не думала, что она придет к нам. Сегодня у нас в гостях Майю Пладо, которую мы все знаем и любим. Майю Пладо из Эстонии. Добро пожаловать, Майю. Слушаем вас. Давайте. Зайнаб еще не научилась работать с техникой. Спасибо большое. С праздником всем. Спасибо. Днем рождения, Ичкерии. Спасибо. Майю? Да. Слушаем вас. Я хотела поздравлять чеченского народа с сегодняшним праздником и тоже выражать свое уважение и поддержку для правительства Чеченской Республики Ичкерия в экзиле. Когда Эстония была оккупирована и в Советском Союзе, тогда у нас тоже было правительство в экзиле. И были люди, которые там работали за границей, ходили политикам там, если годовщина был, и, в общем, напоминали, что мы оккупированы, мы хотим свободу. И это капля по капле все равно действовало. И даже не видно, может, было, но Ассаламу алейкум, саламаша, души, басерга. Ахмед, отключи, пожалуйста, Ахмеда. Извините, Майю. Нет, все хорошо. Все теперь отключили. Говорите. И поэтому, если вот у нас уже такая реальная возможность была стать независимой и начинать нас признавать, тогда я уверена, что это наше правительство экзиля, она играла очень большую роль. Потому что там были знания уже среди политиков, и все знали, что Эстония хочет независимости и так далее. И я же желаю, чтобы действительно, чтобы был веры продолжать этого, потому что это очень важно. Например, когда я родилась, я даже не думала, что вот Эстония может стать независимой, или это была оккупация и так далее. Но был один мой старый родственник, который все время говорил, что не может быть такое, что все империи в истории рухнули. Даже Римская империя. И падает эта империя. И оказалось, он был прав. Поэтому я желаю действительно терпения и успехов. И я верю, что Ичкерия становится независимой. И тоже хочу напомнить, что президент Тудаев сказал, по-моему, это было одно интервью для эстонского телевидения. И он сказал, что обязательно будет свобода. Он, конечно, сказал в этом видео, что через 50 лет, и я желаю, чтобы это раньше было. Но он предсказал именно, что будут такие трудности, и люди вынуждены уехать из родины, и всех будет преследовать, и какие трудности будут. И мы раньше тоже все видели, какая способность предсказания или предвидения будущего была президента Дудаева. Так что с праздником и всего хорошего, и желаю, чтобы независимость пришла так, чтобы никто не страдал и не убивали людей, и чтобы в Чечении был мир и свобода навсегда.
Спасибо. Спасибо, Майя. Спасибо, дорогая. Мы все время наблюдаем, как вы нас поддерживаете. Во всяком случае, на Фейсбуке это очень заметно. Это иллюстративно, скажем так. И на все события откликается. Спасибо вам большое. У вас много сил и желания нам помогать. Спасибо. Теперь я хотела бы дать слово Майрбеку Тарамову. Он хочет сказать очень важные вещи. Майрбек Тарамов является представителем Чеченской республики Ичкерия в Швеции. Пожалуйста, Майрбек. Салам алейкум. Здравствуйте. Маршалора. Лабадена. Гамаджобамера. Ты немножко меня опередила. В смысле, дав слово Курочкиной, я-то хотел маленький презент для нее приготовить, но... Еще не поздно. Да. Сейчас вот латвийский наш друг и литовцы говорят о большой важности информационной войны. Эту войну мы, чеченцы, должны научиться вести так, как мы владеем другим оружием. Это чрезвычайно важно для нас. Победить словом – это чрезвычайно важно. Вот я вам один пример приведу. Как метеор, как комета ворвался НЭП-канал, пражский канал НЭП, возглавляемый Инной. Это было для меня это что-то такое. Я удивлен поразительной работоспособности Инны и Андрея. И вот главное, на гребень волны они вынесли чеченскую проблему. А вернее, называя вещи своими именами, чеченский геноцид. Понимаете, это русская женщина, этот русский парень. И с какой болью они говорят об этом? Какую боль доносят до мирового сообщества? Вам большое спасибо, великое спасибо, Инна, Андрей. Вы, и мы, и все, кто говорит правду, мы не должны бояться говорить эту правду. Почему? Потому что правда всегда побеждает ложь. В Коране сказано, в священном Коране, скажи слово неправедному правителю. Вот это твой джихад. А Айм Хаджи из пригородного селения продолжил. Он продолжил следующими словами. Тот, кто погибает за правду, вознесен будет в высшую степень рая. Это вне всякого сомнения. И я убедился на своей жизни, что это именно так вот было. Вот Аминат, Ахмед знает, я ходил буквально по лезвию ножа в Баку, когда там ужасные вещи творились. Вот я вам приведу несколько вещей, зачитаю. Я был редактором газеты «Кавказский вестник». И вот что творилось там в это время. Это 13 октября 2000 года. Смотрите, какая картина. И вот что написано. И это были самые страшные дни для чеченского народа. Люди, сколько горя, слез и крови надо пролить чеченцам, чтобы у вас проснулась совесть. А вот как просыпалась эта совесть в Организации Объединенных Наций? Проснулась ли совесть в УВКБ ООН, Управление Верховного комиссара по беженцам? Слушайте внимательно. Примите к сведению, что ваш мандатный статус, мне выдан был этот мандатный статус беженца,
не дает права на финансовую помощь. Примите к сведению, что ни одна страна, принимающая мандатных беженцев, не выразила желания принимать беженцев Чеченской Республики. И вот такое вот написать и дать этот мандатный статус, вручить, это я не знаю, это страшно. Они сами подтверждают, мировое сообщество, что они совершают этот геноцид. Ведь куда деваться этим людям? Молодые парни уезжали из Азербайджана, из Грузии уезжали, потому что нечем было кормиться. А чеченцы же просить подаяние не могут. И сколько гибло таких людей, сколько гибло таких парней. Молодые парни уезжали, на смерть уезжали. Я к чему это привожу? Вот Марины Литвиненко нет. Я бы хотел, чтобы и она появилась и услышала некоторые слова, которые я скажу по поводу Александра Литвиненко. Ахмед, Да, я слушаю. да, Алгаш Тойл, это Аминь. мой друг, Аминь. погибший. И я хочу сказать, продолжая тему правды, что Аллах защищает людей посредством других людей. И я хочу сказать, что Александр Литвиненко защитил меня, словами защитил меня. Почему это? Ну, вот в этой ситуации что нам оставалось делать? Мы ходили по посольствам, просили помощи, помогите беженцам, они гибнут. Что-нибудь предпримите, ведь у вас масса документов, у вас тома правовых документов, почему ни один документ не работает в отношении чеченских беженцев. Вот Мираб сказал одну замечательную цитату, привел Бжезинского, а я приведу другую. Это Збигнев Бжезинский сказал, что чеченский народ по степени своего истребления после евреев и цыган. Ну, евреев и цыган уничтожали-то 80 лет назад, во Вторую мировую войну. А нас уничтожают прямо на глазах этого мирового сообщества. И действий никаких. Что же это происходит? Как же это? И вот мы встретились все-таки, посольство американское приняло нас. Приняло тепло, кофе, чай, угостили. И сотрудница этого посольства сказала, что следующую встречу мы проведем в отеле «Хаят» в Баку. Хорошо, договорились, все. Приехали мы, со мной Анвар Бирусой, друг наш. И втроем сидим, беседуем втроем. И все нормально. Все детали обговариваем с представителем американского посольства, женщина. И хорошо договорились. Проходит несколько дней. А у меня была такая традиция, я закидывал свои данные, фамилию, имя в Google и смотрел, что там вокруг меня происходит. И вдруг невообразимая картина. Мое имя фигурирует на сайте Академгородка Новосибирска. Как я туда мог попасть? Что это творится? Я за голову схватился. Это же кошмар. Ведь нас было всего 3 человека. Мой друг, сотрудница посольства и я. Как эта информация могла на сайте какого-то академгородка в Сибири? И я, разволновавшись, я обращался со многими вещами к Александру Литвиненко. И я ему позвонил. И он мне отвечает: Майрбек, положи трубку, я сейчас тебе перезвоню. Раз он перезванивает, и какой-то треск, и такая слышимость, будто из соседней комнаты. О, видишь, контакты зачищают. Александр говорит:
Майрбек, в какой вы были гостинице? Я говорю, отель «Хаят». В каком корпусе? Я говорю, 4-й корпус. Ага. Так слушай, вот в этом корпусе есть полуподвальное помещение, в котором стоит подслушивающая аппаратура. А этот официант, можешь в следующий раз к нему обращаться, товарищ майор. Это, вне сомнения, сотрудник российских спецслужб. Я говорю, Саня, что ты говоришь? Что ты говоришь? Я говорю, мне-то каково? Вот представьте себе. Он говорит, ты не волнуйся, Майрбек. Я тебе гарантирую, ни один волос с твоей головы не упадет. Потому что я, будучи в Баку, когда были введены войска в Баку, я завербовал 8 или 9 чиновников высокого ранга. И если что-нибудь с тобой произойдет, они понесут ответственность. И я не знаю, куда себя девать, какой это ужас. Я хочу сказать, вот видите, и таких людей было, они и есть, иншаллах. Очень много людей. Аллах посредством других людей защищает нас. Меня защищали и другие люди, в том числе и Ахмед Закаев. И, понимаете, вот этот механизм такой. А теперь мы поднимем вопрос о том, что вот отказ мирового сообщества признать независимость Чечении и его последствий. Чечения как предупреждение и упрек миру. Аминат, ты помнишь, я был в Литовском сейме? Помню. И, по-моему, это был 2012 год. И там в перерыве их знакомый журналист, литовец, он провел со мной интервью. Он провел со мной интервью, где я привел цитату вот из этого журнала «Вопросы безопасности». И вот теперь я зачитываю вам, чтобы вы все знали. Вот говорят, кто такой Путин, откуда он взялся. Who is Путин? Ну, никто не знает. Оказывается, его знали хорошо. Его знали и готовили на этот пост. Вот как это происходило. Это март 2000 года. Вопросы безопасности. Читаем. Владимир Путин провел на высоком уровне серию встреч с представителями всех крупнейших участников международных отношений. После каждой из таких встреч западные партнеры России выражали исполняющему обязанности президента полную поддержку. Вот так, ребята. Эти встречи, хотя и считались сторонами ознакомительными, тем не менее стали полигоном для непубличной обкатки внешнеполитических установок Владимира Путина. Эти установки идеологически будут достаточно либеральными, партнерские отношения с мировым сообществом. На практике они будут означать готовность России принимать во внимание озабоченности мирового сообщества по любым вопросам взамен на отсутствие каких-либо практических шагов по ограничению свободы рук России на Северном Кавказе. Это документ для руководителей. То есть ты выражаешь там озабоченность, а мы тебе даем право совершать геноцид над чеченским народом. Я с большим сожалением читаю эти строки, с великим сожалением, потому что приходится признавать о том, что мировое сообщество также участвовало в нашем геноциде. Извините,
Извините меня за столь эмоциональное, но это правда. Это ведь правда. И я думаю, я знаю о том, что мировое, отдельные люди героически нас отстаивают. Это Анна Политковская, Истемирова, их много, но их было не так уж много. Вот в первую войну нас защищали очень сильно, а вот во вторую войну с нами вот произошло вот это. Извините за столь эмоциональное выступление. Спасибо вам за внимание. Баркал Мербек, спасибо, Мербек. Что ж, это наша уже история.